эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Госкорпорация «Росатом» рассчитывает, что в 2024 году может получить лицензию на строительство наземной атомной электростанции малой мощности и в этом же году начать ее строительство. Вот энергообъекта в этом случае может состояться в 2027 году. Ранее сообщалось, что «Росатом» определил в России две площадки для потенциального строительства АЭС малой мощности. Это Челябинская область и Якутия. Отметим, что на полях Восточно-экономического форума в прошлом году «Росатом» и Якутия заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере строительства атомных электростанций малой мощности. Банки за 100 дней действия программы льготной ипотеки на Дальнем Востоке заключили более 5000 кредитных договоров на общую сумму 16 миллиардов рублей. Всего на получение льготной ипотеки уже поданы более 20 тысяч заявок. На данный момент заявки принимают 12 банков. До апреля этого года их число должно увеличиться до 14. Напомним, что программа позволяет молодым семьям и участникам программы «Дальневосточный гектар» получить кредит размером не более 6 миллионов рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Новый жилой квартал из 66 многоквартирных домов построят в Якутске. В проект включено возведение объектов социальной инфраструктуры, школ, детсадов, спорткомплексов, медучреждений. Масштабный инвестиционный проект расположится в южной части города на 7-м километре Покровского тракта. Это территория бывшей воинской части. Площадь квартала составляет 68,5 гектаров. Проект предполагает строительство 345 тысяч квадратных метров жилья и 7 объектов социальной инфраструктуры. Застройщиком выступает Республиканское ипотечное агентство. Стоимость проекта оценивается в 34 миллиарда 600 миллионов рублей. Застройка будет поэтапной в 7 очередей с 2020 по 2028 год. В Якутии предусмотрели свыше 580 миллионов рублей на дотации местным бюджетам на 2020 год. В региональном Минфине сообщили, что на финансовую поддержку могут рассчитывать отличившиеся в лучшую сторону муниципалитеты. Дотации могут быть выделены муниципалитетам в иных случаях, вызванных объективными факторами. Например, на исполнение отдельных поручений главы и председателя правительства республики или с принятием в регионе решения по повышению оплаты труда работникам бюджетной сферы и размера социальных выплат. В результате ожидаются положительные тенденции в реализации государственной политики, в финансовой сфере, стимулировании органов местного самоуправления на достижение наилучших показателей социально-экономического развития. Снижение стоимости авиабилетов для населения станет приоритетной задачей для властей Якутии в этом году. Об этом заявил премьер-министр республики Владимир Солодов, подводя итоги отчетов правительства. Так, по его словам, самыми частыми среди населения стали вопросы образования, здравоохранения, обустройства жилья, а также транспорта и доступности авиабилетов. Садынский наслег Мирнинского района Якутии получит на развитие 10 миллионов рублей от Алроса. Компания заключила с наслегом соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Средства предполагается направить на благоустройство и строительство объектов, а также развитие культуры на территории наслега. По информации местной администрации, финансовая помощь в 2020 году пойдет на строительство гаражного бокса для бюджетных учреждений, ремонт стелы село Сюльдюкар, проектно-изыскательские работы по строительству дома культуры и на другие социально значимые цели. Авиакомпания «Якутия» объявила о начале оформления возвратов билетов на рейсы из Якутска в Сеул и Харбин из-за коронавируса. Рейсы отменены в период с 1 по 30 апреля 2020 года. В конце января авиакомпания уже объявила о возврате или обмене билетов без штрафных санкций в направлениях Якутск-Харбин или Харбин-Якутск. Также ранее Якутия сообщила, что по распоряжению Росавиации и Министерства транспорта Российской Федерации с 1 марта 2020 года временно приостанавливают регулярные полеты в Сеул из-за распространения в Республике Корея COVID-19. Это были все новости экономики к этому часу. Оставайтесь в курсе событий на Якутия-24.